Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто не может вас забыть? Кто этот человек? Если вам интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. Обязательно загадайте на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать самую важную, нужную и полезную информацию. Ух, ничего себе! Во-первых, здесь сразу 3 персонажа показаны, сразу 3 человека. Во-вторых, один из них просто безумно в вас влюблен. Ничего себе. Смотрите, мои хорошие, у кого-то отыграются сразу все 3, потому что отсыпка у нас общая, а у кого-то отыграется кто-то вот либо 1, либо 2. Давайте, наверное, начнем с этого влюбленного. Влюбленный в вас человек, влюбленный, думающий о вас, мечтающий, представляющий, человек, который влюбленный, который вас ищет, ничего про вас не знает, либо очень мало про вас знает, но все равно он не сдается, этот человек вас ищет. Прямо сейчас прикладывает какие-то достаточно серьезные усилия для того, чтобы вас найти, но ему это очень тяжело. Смотрите, с этим человеком у вас какая-то встреча была, у кого-то просто встреча, у кого-то даже вот встреча знакомства. Кто-то мимо друг друга прошел, а кто-то пообщался, а кто-то вот где-то находился, и вот вы друг друга видели, да, за друг другом наблюдали. Сейчас я скажу, мужчина высокого роста, темноволосенький мужчина. У мужчины очень правильные, такие четкие мужские черты лица. Вот прям лицо такое мужское. И очень четкие линии. То есть у него там вот эта линия скулы, подбородок такой прям, знаете, мужской, крупный. Глаза крупные, такие четкие. Брови красивые, кстати, густые. Реснички у него тоже густые. И нос какой-то у него прям такой ровный-ровный, вот ровный, может быть длинный, может быть и не длинный, но он ровный идет, как, знаете, этот греческий. Красивое телосложение, но не какой-то там качок, спортсмен, нет, просто красивое телосложение. И мужчина еще идет, что он при деньгах. Я же не знаю, как это вам сказать. Зачем эта информация здесь? Но вот как бы песок подчеркивает, что он при деньгах. То есть мужчина денежный, богатенький, не знаю, как правильно сказать, состоятельный, да, состоятельный мужчина. Вот прям вот, что при деньгах он, и это очень важно. Я должна вам об этом сказать. Песок прям подчеркивает, что он при деньгах. Кстати, у него, возможно, была красивая одежда, дорогая одежда. Вот выглядел он, да, респектабельно очень. Этот мужчина особого какого-то внимания, впечатления не привлек с вашей стороны. Может быть, вы заметили, что симпатичный, да, либо хорошо одетый. Может быть, вы совершенно о другом думали, либо у вас мысли отвлеченные были. Может, вы не настроены были, да, с кем-то там заводить отношения, с кем-то знакомиться. То есть такого не было. Да, вы отметили, что он хорошо выглядит. Вот как в целом картинка, он хорошо выглядит. Еще мне почему-то идет, что вы для себя как-то сделали пометку, либо определили на глаз, что мужчина не свободен. Типа женат, либо у него точно есть девушка. Может быть, потому что он такой хорошенький, вы такая, в голове у себя, точно, наверное, не свободный, да, такой хороший, свободным не будет. И у него точно что-то есть. Может быть, у него даже кольцо было. А может быть и не было. Но почему-то для себя вы сделали вывод, что этот мужчина не свободен. Вот, симпатичный, хороший, но не свободен. Но этот мужчина как раз-таки очень даже свободен. Этот мужчина, он как раз-таки в поисках своего счастья, в поисках своей любви. Мужчина созревший, либо готовый к браку. Да, возможно, он уже был женат, да, возможно, он был в отношениях, может, даже не раз был в отношениях, но
момент, когда вы вот встретились, познакомились, он совершенно свободен, и он ищет любовь. Вот, мне так идет. Вы как-то не ищете любовь, ну, либо не сильно с этим спешите, а он как раз-таки ищет любовь. Вот, потому что он вас оценивал как женщину. Он смотрел на вас и такой сходится, подходит идеально. Да, что за женщина? Вы ему очень понравились с первого взгляда. И чем дольше и больше он о вас думает, тем сильнее он в вас влюбляется. Влюбляется, получается, заочно. Где-то вы с ним пересеклись. Может быть, вы где-то по работе на работе, может, где-то на отдыхе, может быть, где-то в компании, может быть, просто вот в каком-то месте людном, где-то вы пересеклись. Очень голос запомнился ваш. Какой-то голос очень приятный тембр голоса и какой-то очень такой нежный, глубокий, бархатистый. Он прям наслаждался вашим голосом, наслаждался. Но вы знаете, да, что разные люди по-разному слышат звуки. Не все, но определенные по-разному, да, на разных частотах воспринимают. Вот ваш голос ему прям как сказка, как песня, как, ну вот как погладили по голове. Вот такие ощущения были, когда вы говорили. Вот он прям слушал, как вы говорите, прям наслаждался в этот момент. Ну, понятно, что вот такая встреча сумбурная у вас произошла, просить у вас там телефон или еще что-то. Возможно, он не решился, да, возможно, не решился, а теперь об этом пожалел. Либо он думал, что я сейчас что-нибудь там в туалет сбегаю, да, вернусь, я к ней буду подходить, просить телефон. Но вы то ли быстро ушли, то ли вот как-то вы, ну, разминулись, мне идет. Он надеялся на продолжение общения, либо на продолжение знакомства, но вот что-то помешало. Вы, скорее всего, как ушли куда-то, либо раньше ушли, либо с кем-то ушли. И вот он вернулся такой, тык, а вас нету. Он давай вас искать, а вас нету. Вот начал сразу о вас расспрашивать. Какие-то люди, возможно, вас знали, да, если в одной компании гуляли. Может быть, там еще по каким-то признакам. Сейчас он пытается вас искать, но у него очень мало информации по поводу вас. Прям совсем мало. Но он не сдается, он такой верит в судьбу. Раз он вас увидел, раз впечатлился вами, раз влюбился в вас, значит, все не просто так, я буду искать, я ее найду. Скорее всего, он либо возвращается на то место, где вы встретились, познакомились, либо он по каким-то другим каналам пытается вас найти. Ищет, пытается вас найти через там общих знакомых, либо пытается вспомнить, кто был с вами рядом, чтобы через этих людей на вас выйти. И знаете, что парадоксально, этот мужчина все-таки вас найдет. Пусть не сейчас, пусть там не в ближайший месяц, но он вас точно найдет. Найдет и таки придет к вам и заявит свои как чувства к вам, объявит, вернее, свои чувства к вам. И для вас это, конечно, будет приятно. Это будет приятный такой сюрприз-шок. И вы так немножко по-другому на него посмотрите, скажете, ну надо же, искал, нашел, да, не имея обо мне никаких данных, да, кроме там имени, например, ничего про меня не знает, но он ухитрился меня найти. И, конечно, это заслуживает как минимум уважения. Вам будет очень приятно, очень. Но он влюблен. Мне идет, что влюблен. А влюбляется он в вас с каждым днем все сильнее и сильнее. Он мечтает о вас, он представляет. Конечно, он влюбляется больше в ваш образ, ну, потому что сколько он там запомнил про вас. Он, конечно, старался запомнить, но тем не менее. То есть уже какими-то там мифическими чертами он вас наделил. Ну вот он вас не знает, но вот красивая девушка, значит, она очень хорошая, значит, она очень добрая, да, вот какие-то такие у него мысли, эмоции по поводу вас. Он вас ищет, и он вас найдет. Вот помяните мое слово, он точно вас найдет. Вырастет, как этот гриб после дождя, вы ошахнете, скажете, ну надо же, я его уже там особо не помню, а он вот искал меня. Когда он потом вам все будет рассказывать, конечно, вам будет очень приятно. Хороший мужчина с серьезными намерениями, с более чем серьезными намерениями. И вот он ищет семью и любовь. Не знаю, получится у вас, не получится, потому что это не тема нашей отсыпки, но вот показано, что он вас ищет, и что он вас найдет, и что он в вас влюбляется. Это прям точно. Так, еще один человек. Быка показали. Голова быка, видите, с такими огромными рогами. Ну, тут, скорее всего, человек агрессивный, который слабо себя контролирует. Человек очень по характеру тяжелый, ревнивый, собственник. И с таким человеком было очень тяжело. Этот человек у вас выходит с правой стороны. Могу предположить, что вы были в отношениях.
в брачных отношениях, либо вы встречались, общались, но сейчас вы не вместе. Не вместе из-за того, что у него такой характер, из-за того, что он не хотел над собой работать, из-за того, что он считал, что он такой вот пуп земли, ему все должны, и вы там должны были принять, смириться и вообще Боженьку благодарить за то, что он на вас обратил внимание. Как-то вот любит красоваться, любит яркие вещи, любит хвастаться, любит, когда его там хвалят, льстят ему, абсолютно дико воспринимает критику, даже какие-то, знаете, ну не упреки, а скорее как подсказки, да, вот вы говорите, так неправильно, нужно сделать по-другому. И он уже начинает беситься, из себя выходить. Очень тяжелый характер, просто вот непроходимый характер. Этот мужчина, он не может вас забыть, потому что ему с другими женщинами очень плохо. Вот так, как ему было хорошо с вами, ни с одной другой женщиной, он даже там на 10% не может получить эмоций и ощущений. И это не только про интимную жизнь, это еще и про взаимодействие, да, взаимодействие. Там либо сразу его посылают на 3 буквы, либо женщина там тоже включает подобные характеры, и вот они начинают там спорить и расходятся. Тяжело. Он сейчас столкнулся с тем, что, проживя этот опыт, да, испытав этот опыт, правильно сказать, он понимает, что он был, дурак, то, что он вас потерял, и то, что он сам себя лишил этого счастья. Он думает о том, что надо над собой работать, и нужно как-то с вами налаживать контакт. Он понимает головой, что вы хоть и спокойная и терпеливая, но те вещи, которые он себе позволял в отношении вас, что вы навряд ли это простите, но либо ему очень тяжело будет заслужить ваше прощение, ваше доверие назад вернуть. И этот мужчина, он мается, он сильно мается, понимает, что он сам во всем виноват, что вы действительно и терпели, и вели себя вполне себе как жертва даже, да, в какой-то степени. Но с другой стороны, он не то чтобы не готов, он не может с собой ничего поделать в данный момент. Может быть, этот мужчина будет обращаться к специалисту, психологу, допустим, психоаналитику, для того, чтобы ему помогли. Он не может вас забыть. Он пытался переключаться на других женщин, он не одну женщину уже познал, но ни с кем он не может сжиться, сойтись, и когда очень быстро все у него рушится. Очень быстро. А во всем причина этот его дикий, необузданный характер. Да? Что с ним не так, не могу сказать, не показано. Но песок его именно быком показывает, таким агрессивным, рогатым быком. В плане характера, да, бойцовский какой-то бык. Не может он забыть, не может, старается. Мне показывает, что у него уже много было женщин, разные связи были, но все не то, все не те. И хочет к вам, хочет вас обратно в свою жизнь. И у него сейчас цель — это наладить с вами контакт. Просто наладить контакт. Может быть, вы его заблокировали везде, да, может, у него доступа к вам нет. Хочется хотя бы начать с этого. Но опять же, ярость. У него постоянно мне идет слово ярость. И он с этим ничего не может поделать. Бывший какой-то, да, бывший, больше похоже на бывшего. Так, и третий персонаж. Третий персонаж — это, сейчас скажу, только не падайте. Вы либо с этим человеком работали вместе, может быть, на этого человека вы работали, а может быть, еще отыграться ситуация, что вы для этого человека в свое время очень много делали. Допустим, какой-то друг, подруга, кто-то из родственников. Я вижу, что вы какое-то время были вместе, либо рядом были, да. Допустим, вы работаете на кого-то, вы классный сотрудник, вы никогда не жалуетесь, вы делаете больше, чем норма, делаете от души, делаете профессионально. Вы вкладывали всю себя в работу, да, которая была в ваших обязанностях. И этот человек в свое время как-то не очень ценил, либо человек думал, что повезло, да, повезло, я встретил такого сотрудника, либо сотрудницу. Вы настолько разбаловали этого своего начальника, либо начальницу, что человек уже думал, что это норма, что все так делают, да, как вы. Но я вижу, что вы уже там не работаете.
И человек столкнулся с тем, что подобных вам больше нет. Да, люди как бы ленивые, нерадивые, непрофессиональные, тяп-ляп, да, бы было, да, вот в таком ключе. И этот человек так жалеет, что вас потерял, но с другой стороны, я вижу у этого человека страхи по поводу вас. Страхи, связанные вот как будто бы с ревностью, с завистью, ревностью и опасения, что вы можете подсидеть. Что вы слишком крутая, и вы можете подсидеть. И человек вот как сам с собой, да, договориться не может. С одной стороны, без вас как без рук. И таких сотрудников, по идее, найди их нет. Это уникальный сотрудник. А с другой стороны, страшно, что вы там подсидите, что вы, допустим, да, будете претендовать на должность, либо вы можете конкуренцию какую-то составить. Как бы глупые мысли у человека в голове. Думает, вспоминает, часто о вас говорит этот человек, там, нерадивых сотрудников, когда распекает, всегда про вас говорит, всегда вас в пример ставит. И вот эти сотрудники думают, кто эта святая женщина, да, которая тут все за всех делала, за маленькую скромную зарплату на себе всю фирму тащила, да, кто она такая. Прям святая, да, святая бессеребреница. Но этот человек до сих пор, да, не может определиться, звать вас обратно, либо все оставить как есть и терпеть то, что есть. Еще, знаете, вот вижу, что человеку больше пришлось самому работать. После того, как вы ушли, либо уволились, да, перешли на другую работу, человеку пришлось больше самому работать. Сколько бы времени ни прошло, вот постоянно вас в пример ставит. И если это какая-то ситуация в дружбе, дружба, сотрудничество, да, больше мне все-таки дружба идет, то ваша подруга, либо друг, может быть, человек вами пользовался, и вы всегда вот безотказная были, да? И человек дружил, знаете как, с какой-то выгодой. Пока человеку было выгодно, человек с вами дружил. А потом кто-то появился как более выгодный, человек переключился. Но выгода выгодой, а вот человеческие взаимоотношения ничто не может заменить, никакие деньги не заменят. Вы всегда вот были готовы все бросить свое, бежать там, помогать, спасать, выслушать, рассказать, подсказать, быть этим плечом, да, в которое можно уткнуться и поплакать. Вы могли пожалеть, вы могли там пойти, заступиться. Вот вы давали действительно человеческое тепло. Вы настоящая подруга, и таких, как вы, их очень мало, их нет практически. Да, это большое счастье, большая удача, вот если встретить такого человека и с ним подружиться. Вы не за что-то дружили, вы дружили по зову сердца. Выгода не перекрывает то, что не хватает человеческих взаимоотношений. И вот этот друг, либо эта подруга часто о вас думает и вспоминает. Еще мне пришла информация о том, что вы с кем-то дружили, а там из-за ревности ваша подружка решила слиться. То есть, возможно, у нее там парень появился, либо муж, и она начала очень сильно ревновать. Потому что вы гораздо привлекательнее, вы гораздо добрее, ласковее. У вас, опять же, внешние данные гораздо ярче, понимаете, фигура лучше. И она просто начала дико ревновать, ей было так страшно, что этот парень уйдет от нее к вам, да, либо что муж начнет за вами ухаживать. И она решила с вами оборвать связи. Думала, что найду себе другую подружку, но таких, как вы, больше нет. И она до сих пор по вам тоскует, вы ей снитесь иногда, и ей действительно вас не хватает. А подругу она так себе и не нашла, подобную вам. Вообще, в принципе, наверное, никого не нашла. Общается с кем-то поскольку-постольку, но дружбы уже ни с кем нет. У кого-то еще и так отыграется. Видите, вы очень яркая, добрая. И с кем бы вы ни общались, люди вас запоминают. Запоминают, влюбляются с первого взгляда, забыть не могут, нуждаются в вас. Это есть, это факт. Такой вы уникальный человек. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.